Буду в караулы ходить. Вот, а так все хорошо у меня. Скучаю по тебе очень сильно. Люблю тебя. Мой ребенок у меня был очень шебутной. Я поступила в музыкальное училище, он со мной ходил. Ему было 2 годика, он постоянно был со мной, там его все помнят. Сюда, в консерватории со мной везде был. Мы носились по улице, гаражи. Один раз был случай, ему сломали пальчик, ему надели гипс. И он ушел гулять. Он у меня, кстати, с 3 лет вообще один гулял. Раньше можно было прибегать без гипса. Я говорю, где твой гипс? Он говорит, он мне мешал на дерево залезть. У него мечта была пойти в армию, и он хотел служить. Но по здоровью ему как бы нельзя было. Но в итоге все-таки он прошел все комиссии. По-моему, у него в крови это военным быть. Вот он брал коробки, вот есть же коробки, вот из-под конфет, из-под это. Вот он вырежет отверстие на голову, оденет, это, говорит, шлем. А большую коробку брал, вырезал, руки туда просовывал. Это, говорит, мои доспехи. Я ему меч сделал там, или из палки вырежу, или из доски сделаю. И вот он с этим мечом носился, с ребятами все время играли. Да вот он с прадедушкой, вот он рассказывал, он танкист, у него награды боевые у прадедушки, он показывал нам вот это. Миша смотрел. С его отцом, с моим зятем, мы очень часто вспоминали про флот, вспоминали, как взаимовыручка с ребятами. Ну и интересная история, то, что в морях там бывало. Вот. Звонил очень редко, но всегда у него было как будто хорошее настроение. Хотя в последнее время он очень был грустный. Знаете, последний звонок мне очень... Самый такой мне запомнился, когда он мне позвонил, такой веселый, радостный. Мама, пожалуйста, я хочу тебе перевести деньги. Я говорю, зачем? Он говорит, я хочу, чтобы вы с папой сходили в куда-нибудь кафе. Я говорю, да зачем? Какое нам сейчас кафе? Нет, я хочу. И вот он перевел мне деньги, 15 тысяч. До сих пор они у меня лежат. Чтобы мы с папой сходили в кафе. И был такой счастливый. Я говорю, у вас музыка играет? Он говорит, мы поехали, нас в баню отпустили там куда-то. Вот это последний раз, когда он был веселым таким каким-то. Только сын погиб. Я вообще узнала о гибели сына буквально в другой день, именно из уст ребят. Кто видел, как подорвался танк. Самое страшное — внуков хоронить. Я ничего не говорю лучше. Самое страшное — внуков хоронить. Мгновенная, говорит, смерть была. Там все сгорело. Никто не знает, какая она смерть мгновенная. Я в свое время в Анголе видел, как пуля летит. Там время так растягивается. Благодарность от президента за образцовое выполнение боевых задач. Это очередная награда, конечно. Мне очень жаль, что мой ребенок ее не получил сам. Потому что эти награды выдают ребятам, которые служат. Очень жаль, конечно. Для меня это очередная, так сказать, проверка, что ли, не знаю. У нас в Удмуртии вышла вот такая книжка «И будут бить святые родники». Это написала Елена Ивченко, она живет в Сочи. Вот она, мы рассказывали о наших мальчиках, ей наговаривали аудио, а она писала стихи о них. Мы будем помнить славного танкиста и будем ясно в мыслях представлять, как обгоняешь ветер в поле чисто, и никому тебя не обогнать. Он очень гордился, что он танкист. Переучился на Т-80, он хотел быть механиком-водителем, а он был оператор-наводчик. Достойным тоже. Он переучился прямо там, за линией. После операции у него был аппендицит, он там 3 дня был в больнице всего лишь, а потом сразу опять ушел. И вот он переучился на Т-80 и ушел уже. Служил в командирском танке. Кошек, собак любил и даже завел себе кошку в Чебаркуле, где служил. И мне эту кошку вот привезли в том году, Настя. Кстати, Настя у него тетя родная, любимая. Кошку назвал Настей. Нет, вот с ним, когда общаюсь, никогда никаких проблем. Не рассказывал мне о проблемах. Всегда был веселый, довольный, счастливый. Всегда на позитиве был. Песни свои пел. Под гитару пел, под обычную, под электро. Так мы с ним веселились. Тяжело было очень. До сих пор тяжело. 2 года прошло, а боль не отпускает вообще нисколько. Ну не может быть. Невозможно. Ну как он может не приехать домой? Не можешь вот это поверить как-то. Думаешь, нет, он приедет.
Он приедет, вот бывает так, все равно ждешь. А потом вроде немножко приземляешься, понимаешь, что я тоже вот дома вечерами, бывает, затаскую, видео включаю, где он мне там пел, фотографию. Включаю, слушаю, плачу. Прям вообще самые, вообще прям лучшие друзья прям в мире вообще. Мы с ним просто, гуляем, прям хорошо проводим время. Вот как он меня позовет, я сразу с удовольствием пойду. Вот, хоть и бабуля запрещала нам там ходить ночью, там прогуливаться, но все равно мы пойдем хоть куда. Мишка прям пацан. И никогда не был трусом. Вот никогда. Вот он всегда такой смелый. Вот за ним, как за каменной стеной. Всегда первый был. Да, и всегда первый. Вот в караул заступали. Я, говорю, в карауле. Я говорю, Миша, все равно что-то в карауле. А дедушка, там вот заболели, все такое. Ну, что, выручать надо, ребят? Спрашивают, кто в караул пойдет? Я. И он в караул ходил всегда. А ну, бабушка, расскажи, как ты его одевала. Звонит. Бабушка, я сегодня в караул. Я говорю, ты давай одевайся тепло. Подштанники, носки шерстяные, перчатки не забывай, говорю. Все-таки наверху стоять не так просто, холодно же. Я уже все, бабушка, одел, все приготовил. Вот все, сейчас пойду. Он же маленький, когда был, очень любил сладкое. И дочка всегда прятала от него там и сахар, варенье, конфеты. Ну, прятала. И как-то идет он, а мы жили в соседних домах, мы в частном доме жили, частный сектор. Идет, я говорю, Миша, я говорю, варенье хочешь? Мама ругаться будет. Я говорю, мама не узнает. Айда. Он приходит, а у нас варенье были в банках 3-литровых. Что-то много, да, было? 3 или 4 вида. И мед. Банка. Я все это достал, дал ему ложку. Кушай. Сколько хочу, сколько хочешь. А если я все съем, я говорю, съешь, да съешь, что ж. И вот он всего поел. Потом дочка Лика говорит, папа, что-то Миша не заболел ли? А что? А сладкое вообще не кушает. Как не кушает? На столе, говорит, все лежит, а он не кушает. И вот он с тех пор, вот он сколько, он в классе 3, наверное, учился. И вот пока вот он взрослый, он не ел сладкого. Я говорю, Миш, тебе самокат купить? Он его не самокат говорил, а массакат. И этого массаката ему хватило ровно на 3 недели. Он его в смерть убил. А он не жадный был. Вот он был не жадный. Вот у него друзья появились, это все. Вот он просит покататься. Бери, покатайся. И вот, или же вот они вдвоем на этот массакат. Когда опять враги России у границы, когда фашизм разрушил разум подлецам. Нам, конечно, понадобилась песня, какая-то гимн, чтобы мы могли все вместе петь, чтобы рассказать о наших детях. И вот Светлана Короткова из Костромы, она написала нам этот гимн. Она тоже пишет много очень стихов, отправляет их туда, за линию для ребят, пишет о ребятах. Ну и меня попросили найти композитора. Ну, я обратилась, конечно, к Льву Брониславовичу. Он написал нам этот гимн. Наша какая задача в этом фонде? Увековечить память наших детей, чтобы их никто не забыл. Вечная память сына. Люблю тебя, мам. Пока. Не скучайте. Вечная память